Добрый вечер. Сегодня 1 октября, 582-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Сирийская группировка «Армия Ислама», которая финансируется Саудовской Аравией, объявила войну России за ее поддержку президента Башара Асада. Сегодня в стране началась вторая волна бомбардировок. Россия нанесла ответный авиаудар по населенному пункту Аль-Латамин в провинции Хама. Стреляют не по боевикам, а по повстанцам. Детали в сюжете. Жертвами российских авиаударов в Сирии стали несколько десятков мирных жителей. Российская авиация бомбит территорию Сирии, где нет ИГИЛ, утверждает оппозиция. Утром в результате авиаударов в провинции Хомс погибли по меньшей мере 27 человек, десятки ранены. Среди жертв – дети. В усіх районах, де завдавалися удари, ісламістів подолали вже більше року тому. На жаль, усі жертви – це мирні жителі. Серед них 5 дітей та 1 людина з білих шоломів – сирійської цивільної самооборони. От авиаударов страдают по меньшей мере 4 города – Аль-Латамин, Идлиб, Ахрар-Аль-Шам и Джиср-Аш-Шугур. Прекратить обстрелы мирного населения требует от России Саудовская Аравия. Соединенные Штаты тоже не верят, что Россия в Сирии воюет только против исламистов. Вашингтон возмущен тем, что Москва заранее не предупредила о намерении начать воздушные удары. После начала российских бомбардировок Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Джоном Керри. Я підкреслюю занепокоєність, що я вже висловлював під час зустрічі Ради безпеки ООН, де сьогодні головувала Росія. Занепокоєність щодо об'єктів бомбардувань. У цьому має бути ясність. Одна справа, коли йдеться про удари по бойовиках Ісламської держави, але ми занепокоєні тим, що цілі бомбардувань можуть бути інші. Ми домовилися про те, що наші військові мають встановити контакт вже найближчим часом. Ми всі хочемо бачити демократичну, єдину та світську Сирію, що буде домом для усіх етнічних груп та конфесій, чиї права були б гарантовані. Однак між нами існують розбіжності щодо того, як цього досягти. Москва сообщение о мирных жертвах называет информационной атакой, утверждает, бомбардируют исключительно военные объекты исламистов. Отчитываются, их самолеты нанесли около 20 авиаударов. По информации иностранных СМИ, вследствие этих ударов погибли более 60 гражданских. Наталья Калинка, Заман, АТР. В сети появились документы о криминальном прошлом главы российского Крыма Сергея Аксенова. Президент Крыма Юрий Мешков выложил в своем фейсбуке документы оперативников МВД, подтверждающие уголовное прошлое Аксенова. Документы датированы 1994-98 годами. Из них следует, что Аксенов имел кличку Гоблин, сначала был в составе преступного формирования «Греки», затем перешел в ОПГ «Сейлем». По оперативным данным, Сергей Аксенов пережил несколько покушений со стороны конкурирующих группировок и сам организовывал убийства. Министр информационной политики российской администрации Крыма Дмитрий Полонский мошенничал, чтобы попасть в Европу. В Польше он участвует в конференции ОБСЕ. Министерство иностранных дел Польши объясняет, он въехал в страну под чужим именем. Детали в сюжете. Сюжет готовится к эфиру. Мы продолжаем. В Крыму неизвестные обстреляли здание Совета министров. Об этом со ссылкой на источник в Совмине сообщает «Комсомольская правда». В частности, по словам источника, утром в один из кабинетов Министерства здравоохранения зашла уборщица. В это время 2 пули залетели в окно. Женщина еле ноги унесла. Кто стрелял, пока неизвестно. На месте сейчас работают правоохранители. Бессрочная акция гражданской блокады Крыма продолжается. 12-й день проходит спокойно. Активисты установили видеорегистраторы на 3 постах с временно аннексированным Крымом. Все разговоры о том, что правый сектор, левый сектор или какая-то другая организация может каким-то образом, взяв деньги, пропустить, это невозможно. Здесь есть видеофиксация всех 3 постов. Если у кого-то есть вопросы, могут сюда приехать, и в фоновом режиме мы им покажем, каким образом какой груз перемещен. Мало того, второй контроль. У прикордонников ведется видеофиксация всех грузов. 3, таможенная видеофиксация есть. То есть 3 разные службы. Плюс у нас 9 батальонов, еще раз повторяю. Невозможно никакие провокации, которые сейчас раздаются, какие-то
люди пытаются расшатать наше движение гражданское в том, что мы здесь не за честь украинскую здесь находимся и крымско-татарскую, а за какие-то деньги или какие-то ковришки, нет. Больше таких разговоров, чтобы не было, я вам еще раз говорю, у кого есть вопросы и у кого есть честь посмотреть нам в лицо, пусть сюда прибывает, мы им покажем всю эту информацию. На Чонгаре находится наш корреспондент Гульсум Халилова. Она расскажет о текущей ситуации. На гражданскую блокаду Крыма продолжают съезжаться люди с разных областей Украины. Сегодня к добровольческим батальонам присоединился Азов. Говорят, готовы здесь стоять до последнего. Оставаться мы собираемся до конца, до победного. Приехали в составе до 20 человек. Конечная цель – освобождение Крыма. Крым должен быть украинским. Планируем дальше развиваться, занять все 3 блокпоста и принимать непосредственно максимальное участие в этих событиях. На пропускном пункте Чонгар фур по-прежнему нет. Машины здесь останавливают и проверяют. Сегодня представители правого сектора пропустили пустую фуру, которая ехала с материковой части Украины. В ней был всего лишь 1 мешок лука. Также сегодня утром на пропускном пункте Чонгара активисты остановили машину. В багажнике были коробки с жевательными резинками. Водитель заявил, везет их на заправку, однако никакой накладной не предоставил. Нам же комментировать ситуацию вовсе отказался. А скажите, вы вот жвачек перевозите, вас не пропускают? Почему? Что произошло? Ничего я не перевожу. А что вы тогда тут стоите? Вы кого-то ждете? Уху хочу поесть. Тут написано «уха» есть. Чтобы разъяснить ситуацию, на блокпост приехал заказчик заправки. Активисты проверили документы и пропустили машину дальше. Я вам объясняю, тут буква «Ж», она не может въехать на территорию Крыма. В целом на пропускном пункте Чонгар все спокойно. Представители батальонов сегодня развернули 3 груженных продуктами микроавтобуса, которые ехали с материковой части Украины. Да здрасте, я еду, да, к матери везу. Я что, на продажу везу или что? Я к маме еду. Гульсум Халилова, Олег Козыкин, Заман, АТР. О ситуации на административном пункте Чаплынка расскажет наш корреспондент Алим Абдулхаиров. Сегодня на пропускных пунктах Чаплынка и Каланчак по-прежнему все спокойно. Грузовые сообщения с оккупированной территории Крыма отсутствуют. Об этом сообщают активисты. Со слов сотрудников предприятия завода «Титан», он сегодня прекратил работу. Об этом сообщает блогер Лиза Богутская. Местные жители, которые проходят рядом с заводом Фирташа, едут с Каланчака, оттуда звонят, с Красного Чабана звонят. Неудивительно, сам факт неудивителен, и он ожидаем был, поскольку неделю назад уже один из цехов был полностью остановлен, а на втором еще оставалось сырье, хотя момент подвоза сырья был ограничен еще 20 числа. Официально сам завод не объявил о том, что он остановлен. И я подозреваю, что сейчас будут искаться всевозможные пути возможности доставки вот этого сырья на завод. Активисты Автомайдана утверждают, что завод по-прежнему еще работает. Коли сюди приїхали наші хлопці, там працювали 3 трупи. Зараз ви бачите, що з 3 ми довго спостерігали, як ще димлять 2. Тепер ми бачимо, що працює всього 1. Це, відповідно, зупинені цехи на цьому підприємстві. По возвращению с работы сотрудников завода «Титан» мы поинтересовались у них о работе предприятия. Сырье кончається, но говорять, що не буде ставати. Будуть привозити сырье. Ну, я слышу, что с Индии будут привозить. А, с Индии, да. Баржа вроде бы идет. Я тоже слышал, с Индии. Я ничего не знаю. Мы работаем, как сказать тебе. Поехали, приехали до дома и все. Также активисты Автомайдана остановили машину с расширенным баком. Водитель перевозил дизельное топливо с оккупированного Крыма на территорию Украины для продажи, сообщают автомайдановцы. Не знаю, говорят, что подозрение на то, что я вожу топливо оттуда. Объем бака очень большой. Какой тут объем бака? 240 литров. На данный момент это вся информация. Более подробно в следующем выпуске новостей. Алим Абдулхаиров, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Крымско-татарские активисты сняли видеоролик, посвященный гражданской блокаде Крыма. В нем объясняют ее причины и говорят о результатах акции. Коротко о блокаде Крыма для россиян. Что происходит? Жители Украины перекрыли административную границу с Крымом. Что это?
Это вежливая блокада. Кто перекрыл? Коренной народ Крыма, татары и общественные активисты из Украины. Кого не пускают? Фуры с коммерческими грузами. Кого пускают? Пассажирский транспорт и личные авто. Чего требуют от РФ и Путина? Освободить политзаключенных Сенцова, Савченко, Кольченко, Асанова и других. Не мешать работе украинских и крымско-татарских СМИ в Крыму. Пустить в Крым иностранных журналистов и наблюдателей. Прекратить преследование украинских и крымско-татарских активистов в Крыму. Какие результаты вежливой блокады? Тема аннексии Крыма снова на слуху в украинских и западных СМИ. За неделю блокады ни одна фура с товарами на полуостров не проехала. Полностью иссяк поток контрабанды, от которой кормилась власть Крыма. Вот так работает вежливая блокада Крыма. Просим отнестись с пониманием. Извините за временное неудобство. Среди студентов КФУ имени Вернадского, изучающих крымско-татарскую филологию, провели анонимное анкетирование, пишет Авдет. В него вошли вопросы о возможности крымских татар получать образование на родном языке, соблюдении языковых прав в суде и при оформлении документов, а также о достаточности использования крымско-татарского языка в СМИ. Кроме того, у студентов спрашивали, одобряют ли они деятельность Джемилева и Чубарова и знакома ли студентам общественная организация «Крым». В анкете слово «крымско-татарский» написано с ошибкой, через дефис. С сегодняшнего дня каждый россиянин может стать банкротом. В России вступил в силу закон, который позволяет гражданам, не имеющим возможности расплатиться с долгами, объявить себя банкротом, тем самым снять с себя долговое бремя. Процедура банкротства состоит из нескольких этапов. По оценкам отдела Федеральной службы судебных приставов, в ближайшее время процедуру банкротства попытаются пройти около 400 тысяч должников. Детский центр крымско-татарского чтения «Чохрачых» или «Родничок» открыли в Симферополе на базе Республиканской библиотеки имени Гаспринского. Занятия в центре будут проводить раз в месяц. На открытии центра детям организовали настоящий праздник. Хороводы и конкурсы – все это провели приглашенные аниматоры. Я сегодня пришла в детский центр. Очень обрадовалась. Буду ходить теперь постоянно. Я очень рада, что открылся такой центр. Участие в таких мероприятиях полезно для детей, потому что они изучают родной язык, слушают преподавателей, писателей. И я буду приводить сюда своих детей. Новый центр торжественно открыли работники библиотеки имени Гаспринского Министерства образования и науки Республики Крым. По словам министра образования Натальи Гончаровой, задача центра с малых лет прививать детям любовь к книге и чтению на родном языке. Это прежде всего возрождение чтения на родном крымско-татарском языке. Это возможность привести сюда ребенка, познакомиться навыками чтения, с новыми книгами, с просто книгами, с языком, с носителями языка. И очень рада тому, что библиотека сотрудничает с Крымским инженерно-педагогическим университетом, то есть влияние и вливание молодых педагогов здесь присутствует. Занятия в центре будут проходить один раз в месяц в читальном зале библиотеки. На них приглашают дошкольников и учеников до 15 лет. Кроме этого, планируется выездная работа в школах и детских садах, на которых специалисты с педагогическим и библиотечным образованием в игровой форме будут проводить уроки чтения. Мы хотели, чтобы они знали крымско-татарский язык, знали наши традиции, чтобы читали книги. С этой целью открыли такой центр, где молодые мамочки смогут заниматься своими делами, читать свои книги, а дети в том уголке могли играть игрушками, будут читать книги. Этот центр будет не единственным. Планируется открытие и в других городах и районах полуострова. Эльмас Ибрамова, Нариман Меджитов, Заман, АТР. Сюжет о пребывании Дмитрия Полонского в Польше готов к эфиру. Попался на горячем. Власти Польши обвиняют вице-премьер-министра российской администрации Крыма в махинациях с документами. В страну он проник незаконно, говорит посол Украины в Польше Андрей Дещица. Представитель Крыма зарегистрировался на конференции ОБСЕ как член общественной организации, а для внутреннего потребления в России и жителей Крыма он является вице-премьер-министром, министром информации. В действительности он обманул всех.
поскольку при регистрации и въезде в Польшу он изменил свою фамилию только для того, чтобы попасть на этот международный форум. Для въезда в Польшу Полонский использовал служебный загранпаспорт России, в котором сменил несколько букв в написании фамилии на английском языке. В санкционных списках была одна фамилия, а в его паспорте другая, поэтому пограничная охрана не сориентировалась. Сам Полонский свое мошенничество не признает. Пророссийскому изданию «Крыминформ» заявил, в страну въехал абсолютно легально. Санкции в отношении меня Евросоюз не вводил. В страну я въехал на целиком законных основаниях. Мне сложно судить о том, каким образом в Польше принято путать фамилии. МИД Украины действия Полонского назвал очередной провокацией Кремля. Он зарегистрировался как представитель общественной организации «Русское сообщество Крыма». Тем самым, манипулируя нормами и принципами ОБСЄ, показал свою лицемерную сущность. Дмитрій Полонський, який прибув на засідання під прикриттям так званої громадської організації «Руська община Крима», починаючи свій виступ на засіданні, все ж таки насмілився сказати, що представляє так звану Республіку Крим Російської Федерації. Делегація України висловила рішучий протест, було відмовлено Полонському у продовженні виступу. Крім того, делегація України спільно з переважною більшістю присутніх на засіданні офіційних делегацій іноземних держав відразу вчинили демарш, покинувши залу засідання. В украинской прокуратуре Крыма обрабатывают информацию о пребывании министра в Варшаву. Найближчим часом йому буде оголошена підозра у вчиненні злочинів. Низки злочинів – це, зокрема, і державна зрада, і посягання на територіальну цілісність держави. І будемо вживати заходів для оголошення його у розшук. В Польше уже запретили въезд Полонскому Евросоюз. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Польши Марцин Войцеховский. Заявил, что он в списке. Как именно будет возвращаться Полонский, пока неизвестно. Эльвина Сидбулаева, Асан Иминов, Заман, АТР. Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов посетил Крымский федеральный университет, где встретился с руководством недавно созданного физико-технического института, а также прочитал лекцию студентам, посвященную развитию солнечной энергетики. Перед лекцией ученый встретился с журналистами и ответил на вопросы о состоянии российской науки, о планах и перспективах. По его словам, для развития науки стране необходимо искать новые формы образования и готовить специалистов в тех областях, в которых можно ждать серьезных прорывов. Однако есть сложности, с которыми российская наука столкнулась в последнем десятилетии. В частности, реформа Академии наук Российской Федерации и утечка мозгов. Одна из серьезнейших проблем отечественной науки сегодня – это разрыв поколений, потому что 30-40-летние очень многие уехали, и те, кто там вообще успешно сделали карьеру, они не вернутся. А тем, у кого там ничего не получилось, нафиг они нужны нам здесь. Вот поэтому нужно готовить новые кадры, нужно их растить, нужно, чтобы они быстрее осваивали вершины науки. Несомненно, на состояние российской науки также серьезное влияние оказали санкции, введенные против Российской Федерации. Это полное безобразие. И санкции против нас, и наши ответные санкции. Но они возникли как ответ. Но на самом деле и то, и другое против населения. Нобелевский лауреат уверен, что основная роль высших учебных заведений должна быть направлена на сохранение и приумножение традиций, которые были накоплены за долгие годы. Для меня Таврический университет – это прежде всего университет, в котором основан при участии Владимира Ивановича Вернадского, в котором учились Курчатов и Синельников, в котором профессорами были во время гражданской войны Йоффе и Френкель, и традиции нужно сохранять и развивать. А система федеральных, национальных, есть некая система нужна для того, чтобы платить побольше денег. Нобелевский лауреат находится в Крыму в рамках представительного симпозиума, организованного Министерством образования и науки Российской Федерации. В Крыму на 2 дня объявлено штормовое предупреждение. 1 и 2 октября на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. На этом пока все. Не пропустите Заман в 21:30. Всего доброго.